В городском доме культуры «Горизонт» состоялся концерт, посвященный наступающему Дню матери. Этот праздник отмечается каждое последнее воскресенье ноября, но сосногорские артисты решили не ждать наступления красной даты и заранее выразить благодарность представительницам прекрасной половины человечества, носящим гордое звание матери. Ежегодно в нашей стране в конце ноября отмечается замечательный праздник День матери. И, конечно же, Дом культуры «Горизонт» не мог остаться в стороне, пройти мимо такого прекрасного события, прекрасной даты. И мы подготовили замечательный концерт ко Дню матери для всех наших мам, бабушек. Самодеятельность наша готовилась активно. Со сцены прозвучали песни и стихи, посвященные самой искренней материнской любви. Мария Лазарева напомнила гостям «Горизонта» о том, как прекрасно порой вернуться в родительский дом. Песня о доме, о маме, о том, как хорошо было в детстве, как хотелось бы туда вернуться. Вот. Ну и, конечно, все мы мамы, все мы имеем детей. Вот. И хотелось бы, чтобы наши дети любили, ценили нас, всегда хотели вернуться в свой родительский дом, где всегда тепло, пахнет хлебом, молоком. А Ольга Суворова посвятила свое выступление дорогому и личному для каждого человека празднику – Дню рождения матери. Песня про любовь мамы к дочери и дочки к маме. Вечная тема, неиссякаемая. День рождения – самый святой праздник. В этом году День матери в России будет отмечаться 28 ноября. Для каждого человека это прекрасная возможность сказать спасибо за любовь, заботу и подаренную жизнь самому дорогому человеку на земле. Впрочем, никто не мешает делать это и каждый день. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Современные цифровые технологии год от года получают все более широкое применение в различных сферах деятельности, в том числе и в сфере культуры. ГДК «Горизонт» тоже идет в ногу со временем, подключившись к системе онлайн-продаж. Уже сейчас билеты на все наши мероприятия можно приобрести не только в кассе учреждения, но и посредством облачного сервиса QuitTicket. Отмечу, что онлайн-продажа билетов – это удобный способ совершить покупку, не выходя из дома. Для онлайн-покупки билета необходимо устройство с выходом в интернет и платежная карта. Кстати, для подростков это может быть пушкинская карта. Оплатить последний возможно, если рядом с афишей мероприятия есть специальный значок «Профиль великого поэта». Как оказалось, купить билет онлайн достаточно легко. Для этого нужно зайти на сайт Межпоселенческого культурного центра муниципального района Сосногорск, где размещена кнопка «Купить билет онлайн». Нажимаем на эту кнопочку, и мы попадаем в раздел «Афиши», где можно ознакомиться со следующей информацией. Вот наше последнее мероприятие, которое состоится 27 ноября в 15 часов. Конкурсное шоу-программа «Двойка на отлично». Дальше мы кликаем на «Купить билет». Появляется сетка зала. На этой странице вы можете выбрать интересующий вас сектор и место. Места, отмеченные цветом отличного от серого, доступны для покупки. Далее кликаем на выбранное место, предположим, вот 7 ряд, 9 место. Мы выбираем. Появляется значок «Купить». Нажимаем на этот значок и попадаем на страницу, где зрители могут ознакомиться с информацией о комиссии за услуги по оформлению электронных билетов. Получается у нас 4% от стоимости билета. Если стоимость билета стоит 100 рублей, то 4 рубля это идет за услуги по оформлению электронного билета. Потом мы попадаем в раздел «Покупка». Каждый зритель заполняет свою электронную почту, имя, фамилия, мобильный телефон. Заполнив вот эти поля, мы выбираем способ оплаты. И обладатели пушкинской карты могут оплатить непосредственно, нажав на значок «Пушкинская карта».
Завершающим этапом пользователь кликает кнопку «Оплатить». Тогда появляется ссылка на файл формата PDF «Получить билет». Перед посещением мероприятия билет необходимо распечатать. Кстати, первое мероприятие, которое можно посетить с помощью онлайн-покупки билетов, состоится уже в эту субботу. Дорогие друзья, 27 ноября в 15 часов на сцене Дома культуры «Горизонт» состоится конкурсная шоу-программа «Двойка на отлично». Мы приглашаем всех посетить это удивительное мероприятие. В программе вас ожидают творческие выступления ребят. Кстати, ребята уже приготовили интеллектуальные и творческие задания. Они запишут ролик в формате ТикТока, а также готовят стендап и выступления. Приходите, мы будем очень вам рады. Стоит отметить, что шоу-программа посвящена Дню города. Формат мероприятия 12+. Вход для совершеннолетних граждан по QR-кодам, вакцинированных от COVID-19. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В день участковых уполномоченных полиции Сосногорская служба общественной приемной главы Республики Коми провела прямую линию по темам, входящих в компетенцию участковых. Горожане и жители поселков интересовались, как действовать, если шум из соседской квартиры мешает жить, а также, что делать, чтобы пресечь курение соседей на лестничных клетках многоквартирных домов. В первом случае звонившим посоветовали вызывать наряд полиции, а во втором фиксировать на фото или видео правонарушения и обращаться к участковому с заявлением. Говорили на прямой линии и о таком биче современного времени, как мошенничество. Каждый раз мошенники придумывают новые ухищрения по отъему денег у граждан. Из последнего – подмена номера. В городе Сосногорске аналогичные случаи были. То есть человеку сказали, звонили с номера работодателя, сказали, переведи деньги, у нас сегодня должны там произвести такие-то ремонты, такие-то работы. В результате, получается, человек переводит деньги, приезжает работодатель, говорит, так я тебе не звонил. Когда начинают смотреть, там уже в тот момент только можно посмотреть, то есть номер уже поменялся. Как говорят полицейские, любая просьба денег по телефону или в интернете уже должна насторожить гражданина. Если просят деньги, переведи, дай взаймы там. Либо я тебе, или вы мне ошибочно перевели деньги. Некоторые даже есть такое, то что они вроде как бы начинают с того, что ошибочно вы мне перевели деньги, давайте я вам переведу обратно. В группе риска находятся и молодежь, и пожилые люди. Поэтому участковые постоянно ведут профилактическую работу с населением. Проводят беседы, размещают в общественных местах яркие листовки, привлекающие внимание. Прежде всего нужно людям помнить, что сотрудники банка и так располагают их информацией. То есть если они в кредитной организации гражданин обращался, то, соответственно, у них информация вся о гражданине есть. Соответственно, сотрудники банка никогда не будут просить гражданина предоставить ему его личные данные. То есть в том числе номера карт и коды, которые расположены на обратной стороне карт. Обращают внимание полицейские и на покупки, продажи в интернете и через объявления. Мошенники предлагают перевести задаток, для этого просят данные карт. В итоге ни денег покупателя, ни товара, ни продавца. Это наиболее распространенное мошенничество в нашем городе. Чтобы не пополнять чужой карман своими кровно заработанными деньгами, полицейские советуют внимательно относиться к личным данным и данным банковских карт, не переводить деньги за сомнительные услуги, а также тщательно во время сделок проверять и продавцов, и покупателей. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. Пословица «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» известна каждому. Однако далеко не все соблюдают это правило. Уже не первый год жильцы второго дома по улице Лермонтова жалуются на несанкционированную свалку, которую регулярно устраивает один из их соседей. В полицию обращались, в общем-то, в основном. Разговаривали с ним. Летом он все это убирал, потом опять навозил. Ну, шумит, грязно. Дети опять же лазят. Как отмечают в управлении жилищно-коммунального хозяйства, хоть несанкционированная свалка и является нарушением, за содержание придомовой территории в надлежащем состоянии должны отвечать сами жильцы. Ведь ими была выбрана такая форма управления, как товарищество собственников жилья. Поэтому свой вклад в наведение порядка внести они должны. Согласно минимального перечня, необходимого для надлежащего содержания общего имущества на квартирном доме, председатель ТСЖ обязан контролировать надлежащее содержание придомовой территории, не допускать его захламления и нарушения требований Санпин. Управлением ЖКХ на сегодняшний день проводится работа с председателем ТСЖ по сбору подписей жителей многоквартирного дома
номер 2 по улице Лермонтова для подтверждения лица, устроившего захламление придомовой территории. Жильцу дома, устроившего свалку, было вынесено предупреждение. И надо отдать должное, что за время подготовки материала свалка была ликвидирована. Однако в управлении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что такая работа по наведению порядка на городских улицах будет проводиться регулярно. И помимо предписаний, отдел муниципального контроля в таких случаях будет направлять обращения в Комитет охраны окружающей среды и Роспотребнадзор. Если организатор свалки будет установлен, то он, без сомнения, будет привлечен к ответственности. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.